Добрый вечер. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Как всегда, в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. Каждый из приглашенных обязательно получит возможность высказать свое мнение. Вот уже 2 года в Российской Федерации применяется новый порядок обучения детей с ограниченными физическими возможностями. Дети-инвалиды получают знания в обычных общеобразовательных школах, а существовавшая ранее практика преподавания в коррекционных учебных заведениях постепенно сходит на нет. Готовы ли современные школьники принять в свой коллектив особенных учеников? Способны ли родители привить своим детям терпимость и милосердие? На эти и многие другие вопросы сегодня мы ответим в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Ну а провести эту программу мне поможет моя соведущая Анастасия Исаева, заместитель председателя Комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Здравствуйте, Анастасия Георгиевна. Добрый вечер. Также в нашу студию приглашены Гузель Любисовна Удачина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Николаевна Бакова, член Комитета Госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, директор гимназии номер 102 имени Устиновой. Добрый вечер. Добрый вечер. Рифат Сагитович Ганибаев, член Комитета Госсовета Республики Татарстан по социальной политике, руководитель общественной организации инвалидов Республики Татарстан. Добрый вечер. Вероника Викторовна Васина, профессор кафедры теоретической и инклюзивной педагогики Казанского инновационного университета, кандидат психологических наук. Здравствуйте. В нашей дискуссии принимают участие Марина Владимировна Алексеева, ведущий советник отдела общего образования и итоговой аттестации обучающихся Министерства образования и науки Республики Татарстан. Здравствуйте. Милюшана Биоловна Гафарова, директор Казанской школы-интерната имени Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья. Добрый вечер. И Альфия Гусмановна Урманчеева, директор лицея номер 78 «Фарватер» Приволжского района Казани. Здравствуйте. Анастасия Георгиевна, самый первый вопрос. Для чего же все-таки понадобился новый образовательный стандарт, и не проще было бы оставить все как есть? Конечно, проще оставить все как есть, Матвей, если мы ни к чему не хотим стремиться, если мы не хотим развиваться, если мы не хотим быть интегрированными в международное сообщество, можно все оставить как есть, но это была не цель нашего государства. Именно поэтому в конце 90-х годов мы начали процесс изменения нашей системы образования, мы начали разрабатывать новые образовательные стандарты для того, чтобы быть интегрированными в европейское сообщество. И мы поставили перед собой очень важную, амбициозную цель, которая, безусловно, очень нужна была нашим детям, нашей стране. Это уход от централизованной системы образования к персональной. То есть теперь ребенок получает свой уникальный учебный план. И на выходе, безусловно, мы рассчитываем получать очень конкурентоспособного специалиста, который смог бы ориентироваться в этом мире и обладать уникальными знаниями. Ну что ж, совместное обучение детей в Европе уже давно принятая практика. Психологи утверждают, с таким подходом особенные дети никогда не станут изгоями и естественным образом интегрируются в общество. Ребята учатся взаимодействовать друг с другом, налаживать общение и контакты. Ну а как обстоят дела у нас на родине? Прижился ли европейский опыт на татарстанской земле? Давайте узнаем. Так выглядит самый обычный будний день для маленького Димы Митрофанова. Ученика 1 класса в здании лицея мама заносит на руках. Далее кресло и уроки, как у всех ребят начальных классов. Их семье повезло, они получили квартиру в жилом микрорайоне Салават-Купере, где совсем недавно открылся 182-й лицей. Такой большой, просторный, новый, а главное доступный для ребят с ограниченными физическими возможностями. Татарстан идет к этому, чтобы все сделать для того, чтобы такие дети и мамы с такими детишками чувствовали себя более комфортно, но еще пока недостаточно. Если сказать вот данную школу, то здесь прям все сделано, все так, как надо, и находиться здесь комфортно, и
И ребенку самое главное здесь удобно. Коридоры широкие, классы широкие, и везде можно с коляской развернуться. А все, что касается поликлиник, еще что-то, это везде проблема. Прежде чем поступить в политехнический лицей, Дима Митрофанов прошел медицинскую комиссию. Специалисты установили, что ребенок может учиться вместе с обычными детьми. Интеллектуальное развитие в норме, существует ограничение двигательного аппарата. По закону такому ребенку необходим помощник, тьютор, который и до класса довезет, и с учебниками поможет. Но его пока при Диме нет. Проблема временная, решение найдено. На тьюторов мы тоже ходатайство отправили, потому что это делается действительно... То есть по решению ПМПК, то есть на 1 сентября мы получили эти решения, то есть мы сразу сформировали ходатайство в управление образования и отправили заявку. То есть я думаю, что это вопрос времени просто, то есть нам эту ставку выделят, и мы подыщем человека. Естественно, с педагогическим образованием или кого-то из родителей. Если родитель свободен, готов затрачивать это время, мы, в принципе, готовы его принять тоже. То есть мамы предварительно обговаривали, она согласна тоже выполнять роль тьютора. Из 1180 ребят, обучающихся в 182-м лицее, 3 учеников имеют ограничения здоровья. Впрочем, учению, общению, играм это не помеха. Желание получать новые знания у Димы хватит на 10. А какие нравятся тебе уроки? Больше всего свои технологии. А почему? Потому что потому что или что-то делать. Оценки уже получил? Нет, только во 2 классе будут оценки. Сомнений нет, в этом классе точно будет отличник, и зовут его Дима Митрофанов. За первой партой, в первых рядах, всегда готовый правильно ответить на вопрос учителя. Здоровая атмосфера в школе, внимание педагогов и уважение сверстников только способствует будущим победам. Анастасия Георгиевна, я знаю, что инклюзивное образование регулируется действующим законодательством об образовании. Давайте расскажем подробнее. Безусловно, образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одним из приоритетов в современной системе образования, и оно направлено на получение названной категории детей доступного общего, а в последующем и профессионального образования. И, конечно же, является одним из основных неотъемлемых условий их успешной социализации. Образование данной категории детей, оно прежде всего контролируется федеральным законом об образовании, и здесь этот закон, он регулирует право детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на образование в течение всей жизни, а также обязывает федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицам названной категории, в том числе и через организацию системы инклюзивного образования. Также очень важно, что в законе об образовании, который мы приняли в 2012 году, впервые было определено понятие именно инклюзивного образования. И инклюзивное образование, оно направлено на обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, которые осуществляют образовательную деятельность. В первую очередь, когда строится образовательный процесс, нужно отталкиваться от основных статей, постулатов, которые прописаны в федеральном законе. Гузель Любисовна, вот только что в сюжете мы увидели скорее положительный пример, как ребенок с ограниченными возможностями может достойно получать образование. К сожалению, есть и негативные примеры в нашей республике тоже. И тоже, к сожалению, не все родители иногда бывают за то, чтобы в классе его ребенка обучался ребенок с ограниченными возможностями. Такое тоже бывает. А ваше отношение к проблеме какое? Я бы все-таки хотела, чтобы мы исходили с понимания того, что инклюзивный формат получения образования детьми с особыми образовательными потребностями, это в меньшей степени зависит от наших хотелок, либо не хотелок, поддержки, либо не поддержки. Сегодня это право, которое четко декларировано в федеральном законодательстве. Прежде всего,
законе Российской Федерации об образовании в Российской Федерации. Надо сказать, что уже с 1 сентября 2013 года нормы об инклюзивном образовании действуют в Российской Федерации, является обязательным, собственно говоря, для всех образовательных организаций, ну и является той нормой, которая сегодня декларирует право такого ребенка. То есть что это означает? Что по общему правилу сегодня ребенок с ограниченными возможностями здоровья, его родители вправе обратиться в обычную массовую школу по месту своего проживания, по месту регистрации с заявлением об организации обучения данного ребенка в обычной школе, в кругу обычных ребят. И на сегодняшний день никаких юридических оснований у руководства образовательной организации отказать в удовлетворении этого обращения не имеются. И задача сегодня системы образования, сложной, непростой задачей, является обеспечение реализации данного права. Безусловно, сохраняется система специализированных образовательных учреждений, так называемых коррекционных наших школ. И в республике они, слава богу, не сокращаются, остаются на том же уровне, но все-таки преимущественной формой получения образования должны стать обычные наши массовые школы. Ирина Николаевна, вопрос к вам, как к практику. И очевидно, что новый образовательный стандарт, он предполагает выделение бюджетных средств не по школам, а по количеству обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья. То есть школа, в которой учится особенный ребенок, получает на него определенную сумму в зависимости от поставленного диагноза. Исследовал ли кто-то этот вопрос? Всегда ли достаточно выделяемых денег? Расскажите, пожалуйста. Ну, наша республика, конечно, и правительство делают все для того, чтобы создать комфортные условия для любого ребенка, да, здорового или ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Но, тем не менее, финансирования, как всегда, не хватает. Вот, поскольку если ребенок обучается, сидит в общеобразовательном классе, то финансирование на него идет точно такое же, как и на здорового ребенка. А ребенок с ограниченными возможностями здоровья в определенном диагнозе требует определенного специализированного оборудования. И, соответственно, получается, что даже элементарно парта для ребенка с ОВЗ, она стоит, ну, если для примера, 40 тысяч, а на ребенка здорового это стоит 5 тысяч. И получается, что финансирование в общеобразовательном классе, ну, оно распределяется на всех детей, но тем не менее, обеспечив детей с ОВЗ, мы немножко ущемляем детей здоровых. Поэтому финансирования, как всегда, не хватает. Но если ребенок находится в классе, где все дети имеют такой диагноз, тогда финансирование идет в 3 раза больше на таких детей, и на определенном классе, ну, в принципе, можно сказать, что хватает, но, тем не менее, если идет разговор о том, что у каждого ребенка должен быть свой тьютор, то это опять определенные финансовые затраты, то, в принципе, наверное, к этой проблеме надо подойти, ну, адресно, а не для всего класса, как это сейчас на данный момент, а адресно каждому ребенку отдельно. Поскольку мы затронули сейчас вопрос относительно доступной среды, Рифат Шакитович, мы знаем то, что вы также являетесь координатором проекта «Доступная среда», и здесь очень напрашивается вопрос относительно оборудования пандусами, специальными лифтами не только школ, но и других социально значимых учреждений. Этот вопрос во все времена стоял остро, и может, что-то меняется, может быть, с течением времени. И реально ли создать элементарные возможности в зданиях старой постройки, советской постройки? Понятно, что они не все адаптированы. И что вообще нужно делать в этой ситуации? Вы абсолютно правы. Инклюзивное образование – это одна небольшая часть большого понятия, большой сферы, большой области, которую мы называем «доступная среда». С 2011 года у нас в стране, в Республике Татарстан, действует программа «Доступная среда». Татарстан был регионом-пилотом. Именно здесь отрабатывались основные механизмы, основные нормативные документы наравне с другими 2 регионами Российской Федерации. И сегодня сфера доступной среды в Татарстане является одним из приоритетных направлений социального развития общества и государства. Что такое доступная среда?
Доступная среда – это все практически. Это начиная с инфраструктуры зданий, сооружений, инфраструктуры транспортной и кончая с теми услугами, которые общество предоставляет своим гражданам. Доступная среда должна начинаться с квартиры, где живет ребенок. Это самое начало. И она должна распространяться на всю остальную жизнь и на всю остальную область. Конечно, главными элементами должна быть физическая доступность. Это пандусы, это всевозможные технические приспособления, это лифты. Но вопрос очень непростой, когда мы говорим, можно ли приспособить здания старой постройки для того, чтобы они были доступными. На самом деле, если внимательно присмотреться, задуматься, то можно сделать максимум. Конечно, 100% результата добиться иногда тяжело, но максимум можно сделать. Но при этом никогда не надо забывать, все, что сделано в сфере доступности, это все должно работать. Очень обидно, когда, например, школа оборудована средствами доступности, оказывается завалена снегом. И мы такое в жизни тоже имеем и часто видим. И ребенок, который учится в школе, которая приспособлена для инвалидов, он не только будет комфортно себя чувствовать, он будет чувствовать себя востребованным, и у него будет развиваться потенциал, о котором многие педагоги только мечтают. Тем не менее, Марина Владимировна, вот есть у меня, ну так скажем, общероссийская статистика. Пандусами и другими приспособлениями, транспортом для перевозки адаптированные образовательные программы существуют сейчас только в каждой 13-й школе. Такая статистика есть по России. Можете ли вы привести подобную статистику, но которая относится уже к Республике Татарстан? У нас 23% школ республики имеют доступную безбарьерную среду. Безбарьерная среда создавалась в них в рамках проекта «Доступная среда». Это как раз адаптация тех самых старых школ советской постройки, и созданных в первые годы Российской Федерации. Вот новые школы, как та, которую мы видели в сюжете, они целиком соответствуют требованиям безбарьерной среды. В них доступный вход, в них нет ступенек внутри коридора, широкие дверные проезды. В актовом зале ребенок на инвалидной коляске может заехать на сцену. Если в школе есть бассейн, соответственно, специальный подъемник оборудован для того, чтобы ребенок-инвалид попал в бассейн. То есть в новых школах все эти условия создаются. В школах, которые у нас введены в эксплуатацию со времени вступления в силу федеральных государственных образовательных стандартов и начала обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе. Но я заступлюсь за коррекционные школы, о которых вы вначале сказали. У нас 54 коррекционных школы, они, правда, сейчас называются школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. В республике сохранились все школы. Это на самом деле это очень важно, потому что у родителей, у детей должно быть право выбирать все-таки, куда они пойдут, в такую школу или в ближайшую к дому. И количество детей в этих бывших коррекционных школах у нас не уменьшается. С прошлого года к этому году количество детей увеличилось почти на 280 человек. В то же время у нас увеличивается и количество школ, в которых ведется обучение по адаптированной образовательной программе детей-инвалидов. Если в прошлом году таких школ было 158, то в этом году их 184. То есть этот вид обучения точно так же очень востребован у детей и родителей. Ну а что касается места Республики Татарстан в Российской Федерации, нам уже сказали, Татарстан обычно занимает передовые позиции, в том числе и в этом вопросе, точно так же, как в олимпиадах, как в итоговой аттестации, как в других вопросах. Если основываться на вашем личном опыте, наверняка вам известна эта информация, то все-таки, если перед родителем стоит выбор, куда отправить ребенка в общеобразовательную школу или в коррекционную школу, которая, может быть, к дому также близко находится, выбор в чью пользу? Вы знаете, нам, наверное, может быть, Альфия Гусмановна расскажет, директор 78-го лицея «Фарватер». Давайте попросим ее взять микрофон и рассказать нам, и ответить на этот вопрос тоже. Если говорить о том, какое образование инклюзивное и специализированное более приоритетно для ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то, будучи человеком, проповедником инклюзивного образования,
Я считаю, что инклюзивное образование – это прогрессивное образование. Это то образование, которое позволяет социализироваться ребенку с ограниченными возможностями здоровья в здоровой среде и в то же время одновременно воспитывает здоровых детей в том смысле, что они умеют с этими детьми быть на равных. Поэтому, если говорить о прогрессивном образовании, если говорить о том, чтобы вообще образование сделать передовым, и чтобы наши люди были просто более совершенными в своем нравственном, например, понимании всего, что происходит в мире, и воспринимать всех людей, которые есть рядом с ними, такими разными, но и такими близкими, то в таком случае, конечно, я на стороне инклюзивного образования. Но есть случаи, и масса таких случаев, что есть дети с ограниченными возможностями здоровья, которые в силу многих причин, они не могут именно физических своих возможностей, умственных своих способностей, и тех учебных программ, которые так или иначе отличаются. 8-го вида, предположим, ребята, обучающиеся, они не могут по учебному плану сидеть в общей среде, потому что расписание будет совершенно разным. И это будет создавать трудности как детям, обычно развивающимся, так и детям особенным. И в этом смысле, конечно, сохранение специализированного образования – это действительно правильное решение, вот во всяком случае у нас в Татарстане. Это правильное решение, потому что, правильно сказала Мария Владимировна, нужно предоставлять выбор детям. И это, вот если в нашей школе есть и специализированные классы, и классы инклюзивные, в которых обучаются дети с ограниченной возможностью здоровья вместе с обычно развивающимися детьми, то вот этот поэтапный переход детей из специализированных классов в общеобразовательные классы, он является наиболее мягким и приемлемым. И в таком случае это бывает безболезненно, и решение принимают родители совместно со своим ребенком. Вот тогда это правильно. Альфия Гусман, вы подобрали очень хороший термин. Я хочу сакцентировать на его внимание, то, что инклюзивное образование – это прогрессивное образование. Прогресс никогда не происходит у нас легко. И, конечно, есть разные мнения. И здесь мне хотелось бы услышать мнение ваше, Гузель Любесовна. Наверняка к вам обращались родители с теми сложностями, которые возникают в ходе вот этой нашей изменяющейся системы образования, внедрения инклюзивного образования. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Действительно, процесс очень сложный, очень непростой, и он очень новый для нас, как для общества, для нашего российского менталитета прежде всего. И трудностей действительно достаточно много. И Ирина Николаевна уже сказала о определенных трудностях финансового характера. Да, это те вопросы, которые сегодня наиболее актуальны и приоритетны для своего решения. Надо понимать, что за каждым таким ребенком в массовую школу должно прийти совсем другое финансирование. И тогда это у нас заработает, конечно, более эффективно и более активно. Другой вопрос – это создание доступной среды. Вот сегодня уже и Министерство образования подтвердило, что у нас 23% школ, а в числовом выражении это более 320 школ по Республике Татарстан у нас сегодня оборудованы всеми объектами обустройства для маломобильных групп наших ребят. То есть потенциально сегодня вот такое количество школ готовы реализовывать инклюзивное образование. Другой вопрос, требующий своего решения, конечно, это педагоги. Это тот педагогический коллектив, который сегодня должен быть готов реализовывать те адаптивные программы, которые сегодня для данных детей прописывают у нас за заключением психолог, медико-педагогическая комиссия. И, конечно, вот все в комплексе эти вопросы, это не те вопросы, которые решаются достаточно быстро. То есть это требуется очень серьезная подготовительная работа. И, конечно, в одночасье все наши школы, даже оборудованные по программе «Доступная среда», не будут готовы к реализации инклюзивного образования. Но и, на мой взгляд, один из самых сложных вопросов, наряду со всеми этими, это изменение нашего российского, советского еще менталитета. Мы в конце концов должны понимать, да, что вот эти дети, коррекционная школа – это хорошо, и на современном этапе это действительно та палочка-вручалочка, которая позволит все-таки этим детям продолжить получать образование, если вдруг они не рискнут пойти в массовую школу. Но мы должны понимать, что это своеобразная изоляция этих детей.
И мы должны от этого уходить. Если мы говорим об инклюзии, о включенности этих ребят с самого раннего возраста, с детства в нашу обычную жизнь, о включенности людей в целом с ограниченной возможностью здоровья, надо это начинать с самого начала, с детского сада, надо начинать это со школы. И знаете, в свое время, это был 2008 год, я вот впервые, как обычный российский обыватель, увидела в Германии, как работает обычный муниципальный детский сад. Мы увидели группу с коллегами, в которой в одной группе были и детки с ограниченными возможностями здоровья, и обычные дети. То есть ребенок был с детским церебральным параличом, тут же был ребенок, страдающий синдромом Дауна, то есть те ограничения, которые были налицо. И ничего не мешало этим детям абсолютно нормально играть, общаться друг с другом, разговаривать. И я попыталась задать вопрос. Для меня, как для обычного российского обывателя, это была достаточно дикая и непривычная картина. Я не понимала, что это такое. И попытка 3 раза задать вопрос и получить ответ от заведующей детским садом, что это за детский сад, а как они так общаются, нет ли каких-то проблем в взаимоотношениях, окончилось ничем. И в конечном итоге мне уже переводчик говорит: вы знаете, вы даже не пытайтесь донести до нее смысл своего вопроса. Она все равно вас не поймет. Точно, потому что для них это сегодня естественно и нормально. И точно так же, как вы пока не понимаете, как это может быть, точно так же они не понимают, как это может быть по-другому. Это вот вопрос о ментальности. И об этом надо сегодня говорить. Говорить надо начинать с родителей. То есть дети, они послушают то, что мы вложим в их умы, в их сердца, в их души. Они послушают нас, родителей, педагогов, учителей. И мне кажется, это то, с чего сегодня надо начинать. А что вы посоветуете родителям? Быть более терпимыми, не знаю, может быть, действительно почитать в интернете, обратиться к европейскому опыту, и как вот эту советскую ментальность, как-то искоренить в себе? Вы знаете, в некоторых школах, которые готовятся к реализации инклюзивного образования в своих стенах, проходят так называемые уроки доброты. То есть заранее, буквально за год до того, как у них планируется прием таких детей в школу, начинаются такие своеобразные уроки доброты, как с ребятами, с детьми, так и с родительским сообществом. Конечно, вот в неподготовленную, эмоционально, духовно неподготовленную среду бросать родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья, конечно, неправильно. Поэтому нужно готовить, нужно об этом говорить. И я думаю, что сегодняшняя наша площадка – это прекрасная возможность еще раз в обществе заставить задуматься нас всех над этим вопросом и сделать, наверное, правильные выборы. Как мы будем относиться и реализовывать те положения законодательства, которые обозначены сегодня. Спасибо большое, Гузель Бессона. Раз мы так плотно подошли именно к образовательному процессу, к менталитету, о том, как дети себя чувствуют в классе. И я хочу обратить внимание, у нас есть очень особенные специальные гости. Это семья, чей ребенок учится именно в инклюзивном классе. Асхат Ильясович, Альфия Саматовна. Мы знаем то, что у вас сын пошел в 1 класс 156-й школы Советского района города Казани. Расскажите, пожалуйста, каково было вашему сыну, каково было его психологическое состояние, потому что 1 класс – это стресс для абсолютно любого ребенка. Вот расскажите ваши ощущения. Во-первых, нам, как родителям особенных детей, инклюзивное образование вообще – это какой-то клад, какой-то островок надежды, что наши детки смогут получить образование достойное. И мы об этом узнали год назад. Сначала мы узнали из статьи газеты, потом мы непосредственно обратились в школу, записались к директору, нас проконсультировали, рассказали, как проходит у них педагогический процесс, как проводится обучение, что в классе имеется тьютор, что наполняемость класса 20 человек, и что первый вопрос, который нас беспокоил, как же примут дети особенного ребенка, каково будет отношение. Нас успокоили и сказали, что часто проводят с ними классные часы, и как с родителями родительские собрания, так и с детьми. Поэтому мы со спокойным сердцем пошли вперед, рискнули и не жалеем, пока не жалеем
Мы только рады, потому что действительно дети приняли, но мы ходили в обычный детский сад, мы посещали дополнительные центры, то есть все, что было в наших силах, мы всегда занимались. Это были и специализированные специалисты, и работа с нейропсихологом, и с психологами, и с логопедами, дефектологами. И первая ступенька – это обычный детский сад, как бы нам тоже помогло. И директор нам не раз об этом говорит, что ребенок уже социализирован, ему полегче, и в классе есть сложности в поведении, и смена кабинетов, то есть немножко вызывает страх. Мы надеемся, верим, что все будет хорошо. С программой он справляется. Сложно, как и обычному ребенку. У нас есть опыт и старшего ребенка у нас, который уже девочке 14 лет. И с ней мы также занимались. И с прописями, и по математике. Самое главное усадить ребенка обещаниями. Сложность в том, что ему хочется все сделать сразу правильно, все элементы. Потом садимся повторно. Но сейчас вам приходится вместе с сыном посещать школу? Нет, мы его То есть он ходит один оставляем. самостоятельно? А у вас есть тьютор? В нашем классе есть тьютор, но мы не нуждаемся. Как бы мы сами сказали, что мы можем попробовать без тьютора. По вашим ощущениям, насколько подготовлены педагоги в школе принять такой Да, мы ребенка? постоянно созваниваемся с классным руководителем, когда и отдаем в ее руки, и встречаем ребенка, интересуемся. Если возникают какие-то вопросы, она, например, говорит, он от меня закрывается, не дает подойти. Мы, значит, дома с ним проводим беседу, что Эльмира Рустамовна, что она учитель, что ей можно доверять. Начинаем его расспрашивать, какая она, хорошая, милая, добрая. И постепенно ребенок начинает доверять и идет с ней на контакт. Ну что ж, давайте пожелаем вам успехов и дальнейшего успешного обучения в школе. И дай бог, все получится. Спасибо. Ну что ж, обучение детей с ограниченными физическими возможностями в общеобразовательных школах Татарстана. Такова сегодня тема программы «Трибуна нового века. Трибуна депутата». О проблемах совместного обучения с точки зрения педагогов Татарстана, правилах разумного взаимодействия обычных и особенных детей и отношений родителей мы поговорим сразу после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. Вы смотрите программу «Трибуна нового века. Трибуна депутата». Сегодня в центре нашего внимания вопрос совместного обучения обычных ребят и детей с ограниченными физическими возможностями в общеобразовательных школах. Мы продолжаем эфир. Итак, Вероника Викторовна, следующий вопрос к вам. В первой части программы мы, конечно, уже говорили о том, как все-таки наладить взаимодействие между здоровыми ребятами и особенными детьми. Но ведь бывает в жизни так, что независимо от воспитания и социального статуса, дети бывают жестоки. Как справиться с этой проблемой в школьном коллективе? Давайте начнем с того, что мы сегодня говорим о ребятах с ОВЗ. И вы их называете ребятами с ограниченными возможностями здоровья. Мы их для себя уже начали называть детьми с особыми возможностями здоровья. Потому что не всегда то, что мы видим, является ограничением. На самом деле это может быть намного более развитые какие-то навыки, качества, способности, о которых мы просто не догадываемся. И поэтому, если ребенок с детского сада начал социализироваться, как мы сегодня уже слышали, и если он вместе с этими ребятами идет в первый класс, то есть начинает вместе с ними, то ни у класса, ни у этого особенного ребенка не возникает никаких трудностей. Все легко и естественно проходит. Труднее, если этот ребенок начинает вливаться в новый коллектив, где-то на уровне подросткового возраста. Если вообще в новый коллектив приходит даже здоровый человек, ему там трудно найти свое место, потому что коллектив уже сложился. И здесь уже мы говорим о каких-то
личностных характеристиках, качествах, и это не зависит от здоровья и от каких-то ограничений и возможностей. Тогда получается, что любой новенький, он самоутверждается в этом коллективе. Мы можем говорить о том, что трудно в этой ситуации больше взрослым. Трудно педагогу, если у него в классе есть очень медленные дети и очень быстрые дети. И нужно успеть и за теми, и за другими. Трудно родителям, особенно родителям взрослых, здоровых детей, потому что они подгоняют педагога, они хотят, чтобы была более продвинутая какая-то программа. Они ведь готовят детей изначально, как перфекционисты, к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. И некоторые родители могут посчитать, что особенные дети могут помешать, либо замедлить этот процесс. И таким образом повлиять уже на самих детей, которые потом могли бы создавать эти конфликтные ситуации. Поэтому прежде всего, конечно, школьному педагогическому коллективу приходится работать с родителями. Дальше, если мы говорим о том, что с родителями работа проведена более-менее правильно, главным таким вот качеством на сегодняшний день становится то, что мы называем толерантностью к неопределенности. Так, поясните, что это? Потому что мы должны быть с вами все готовы как раз к этому очень быстро изменяющемуся миру, к тем событиям, которые очень быстро меняются и создают нам вот эти неопределенные ситуации. Тогда в школе могут создаваться такие клубы, что ли, медиаторов, то есть до конфликтного разрешения вопросов, не доведения до конфликта, профилактика, то есть на этом этапе. Но если особенных ребят в школе не могут сопровождать психологи, дефектологи, как мы сегодня уже слышали, нужны бы нам еще и логопеды, нужны нам еще какие-то специалисты, которые помогали бы этим ребятам расти вот качественно и развиваться. Если мы получим новые ставки в школах, и конфликтов будет меньше. Ну а если разобрать ситуацию в классе, ведь ранить может не только действие, но и даже неосторожное слово. Должен ли вмешаться педагог или все-таки вызвать родителей, провести лекцию? Что делать в этой ситуации? В плане особенностей личностных качеств мы все особенные. И не надо здесь акцентировать внимание на то, что есть какие-то особенности развития здоровья. То есть Поэтому учитель не должен вмешиваться? Ну как не должен вмешиваться? Он в любом случае, вот я опять говорю, на уровне профилактики. То есть мы заранее приготовили детей, мы заранее приготовили родителей, мы заранее проговорили какие-то возможные ситуации на будущее. И тогда уже процесс проходит более легко и естественно. Марина Владимировна, в течение нашей программы уже несколько раз мы говорили о проблеме тьюторов. Действительно, их не хватает в татарстанских школах, и деньги не выделяются. А как все-таки можно это решить, эту проблему? Что делать? Увеличивать бюджеты? Да. Дело в том, что создание условий для обучения, в том числе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, это компетенция региональных органов государственной власти и муниципалитетов. Как уже вначале было сказано, это зафиксировано в законе об образовании. Поэтому законодательно на уровне нашей республики требуется принять такое решение. Хотя в 2017 году тьюторы, правда, они были оформлены как младшие воспитатели, вот, они были оплачены, их работа была оплачена. В чем разница? Тьютор – это человек с педагогическим образованием. Если речь идет о родителях, которые сопровождают детей, у них, как правило, нет педагогического образования. Поэтому младшие воспитатели, которым такое образование не требуется. Вот на 2018 год точно так же собрана со всех образовательных организаций потребность. У нас 96 тьюторов требуется профинансировать, 14 ассистентов. Вот. И поскольку этот вопрос требует государственного решения, вот, он сейчас находится на межведомственном согласовании. То есть пока у нас речь идет о том, что ежегодно распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан выделяются средства на оплату этих специалистов. Но надо сказать, что в школе, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной образовательной программе, кроме тьюторов, должны быть психологи. Один психолог, одна ставка на 20 детей. Должен быть педагог-дефектолог.
от 6 до 12 детей для него. Должен быть педагог-логопед от 6 до 12 человек на него. Вот. То есть вы понимаете, что это вопрос не только тьюторской поддержки. Нам нужно действительно вводить эти ставки и нужно действительно закреплять их финансирование. Это очень актуальный вопрос. Ирина Николаевна, вопрос к вам. Немножечко отойдем от финансовой составляющей, перейдем именно к коммуникативной составляющей, к тому, как дети приходят в школу. Еще раз обратимся к опыту европейских и западных стран. Здесь уже прозвучало то, что дети в этих странах приходят в школу уже подготовленные, как здоровые, так и дети, как сегодня прозвучало, с особенными возможностями здоровья, причем подготовленные как с интеллектуальной точки зрения, так и с психологической точки зрения. Во многом это благодаря тому, что они совместно пребывают в дошкольных образовательных учреждениях. Возможно ли такая практика в Татарстане? Насколько она успешна, насколько она реализуется? Здесь действительно не раз прозвучала уже такая фраза, что подготовка должна пройти заранее для восприятия обществом таких детей. Но фантазировать не будем, потому что в Республике Татарстан, естественно, в том числе и в столице нашей республики, есть такие дошкольные образовательные учреждения комбинированного вида, которые готовы принять детей в отдельные группы, правда, не в общую группу, сейчас поясню почему, в отдельные группы детей с любыми, с любым диагнозом, будем так говорить, с любым особым здоровьем. Но в силу того, что, почему проблема у нас какая существует, сейчас, слава богу, у нас решена проблема обеспеченности детей до 3 лет детскими садами. Но очередность, она все-таки очень высокая. В каждой группе детского сада находится порядка 30 человек. Соответственно, для ребенка с особыми возможностями здоровья группа должна быть намного с меньшим количеством детей. Если у родителя в семье появляется такой ребенок, то они, конечно, ставят в очередность, как и все семьи. Когда рождается ребенок, мы встаем в очередь в детский сад. Эта семья также стоит в очередь в детский сад. Но парадокс в чем? Когда подходит очередь, родители то ли пугаются, то ли не хотят. Они не ведут, очень многие не ведут детей с особыми возможностями здоровья в детские сады. Хотя я считаю, что пугаться здесь совершенно не нужно. Если мы говорим, что нужно менталитет общества менять полностью, то, наверное, надо поменять сознание того родителя, у кого есть такой ребенок, чтобы он не пугался общества, потому что дети, они порой бывают более гуманными, чем взрослые, и найти общий язык они могут намного быстрее, если мы не будем им мешать. Поэтому, если есть такие группы в детских садах, то, конечно, для них идут особые занятия, которые требуют, естественно, особенных воспитателей. Об этом уже был разговор сегодня о тьюторстве. Но общие мероприятия в учреждении, они, конечно же, проводятся с приглашением абсолютно всех детей, как с особыми возможностями здоровья, так и совершенно с обычным здоровьем. Ирина, вы такое большое внимание уделяете деталям. У меня складывается впечатление, что в вашей гимназии были случаи инклюзивного образования. Или, может быть, у вас сейчас кто-то учится в классах? Ну, в нашей гимназии сейчас, на данный момент, 1900 учащихся. И у нас нет таких детей на данный момент с инклюзивным образованием. Но вообще в практике моей педагогической деятельности задолго до того, как мы вообще начали говорить в обществе об инклюзии, были такие дети, где действительно класс привык к тому, что есть такой ребенок, и они уже не обращали внимания абсолютно. А другому ребенку необходимо было повышенное внимание, поэтому в качестве тьютора, как уже сейчас говорится, была мама. И точно так же привыкли дети. Ребенок обучался у нас в школе с 1 класса и выпустился благополучно после 8. Ну,
в то время еще после 8-го. Но это при условии, что мама находилась регулярно, постоянно рядом с ребенком. Это еще раз подчеркивает, что таким детям обязательно нужен тьютор, обязательно нужен человек, который будет находиться с ними рядом. Если, конечно, как не вот в вашем случае, как уже в зале звучало, когда родители сами отказались от тьютора и дали возможность ребенку справиться самостоятельно. Я знаю, что у наших зрителей есть вопрос к экспертам в студии. Пожалуйста, возьмите микрофон и задавайте вопрос. Да, у меня вопрос вот ко всем представителям системы образования. Я руковожу благотворительным фондом, и мы как раз работаем с коррекционными школами, интернатами, занимаемся развитием и социализацией ребят с нарушениями интеллекта. И у нас очень большой процент детей из асоциальных семей. И вот у меня вопрос, а возможно ли инклюзивное образование для таких ребят? Мы просто много говорим о том, что да, когда родители проявляют активность, это здорово. А когда родители, в принципе, не проявляют никакой активности в жизни своего собственного ребенка. Вот для подобной категории детей возможно ли инклюзивное образование? Ну, я сначала первую часть можно попробую озвучить. Ну, во-первых, общеобразовательные школы все-таки рассчитаны на детей с сохранным интеллектом. То есть здесь не про родителей больше идет речь, а про то, сохранен интеллект или нет. А потом уже вот... Ну, то есть инклюзивное образование не предполагает участие недоступно для детей с нарушением интеллекта. Правильно я понимаю? В современной системе образования, когда мы все сдаем единый государственный экзамен, это очень сложно. Дело в том, что вот я приведу в пример Буинскую гимназию. Это гимназия, да, школа повышенного уровня. Но, тем не менее, в ней открыты отдельные классы для детей с интеллектуальными нарушениями, с умственной отсталостью. Но эти дети занимаются по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью. У них другое количество часов, у них другие учебные годы, у них 6 часов трудового обучения в неделю. В этой гимназии превосходные мастерские для мальчиков и для девочек. И вот эти дети в этой гимназии не будут проходить государственную итоговую аттестацию, они будут сдавать школьный экзамен, и по итогам обучения по программе своего образования они получат свидетельство государственного образца. То есть таким детям не требуется проходить государственную итоговую аттестацию. Но в нашей республике только одна такая школа. Нет, у нас таких школ, вот я назвала 184 школы, в них в том числе обучаются дети с интеллектуальными нарушениями. Но, как правило, эти дети обучаются в отдельных классах по отдельной программе. В принципе, когда мы говорим о детях с ограниченными возможностями здоровья, с особыми образовательными потребностями, мы должны иметь в виду, что речь идет о детках, у которых есть определенные проблемы со зрением, со слухом, речевые какие-то нарушения, опорно-двигательные какие-то проблемы, да, опорно-двигательного аппарата и ментальные проблемы. То есть детки с умственной отсталостью сегодня точно так же, как любой другой ребенок с особыми потребностями, имеет право обучаться по адаптированной программе, в том числе и в массовой школе при создании соответствующих условий. Никаких здесь исключений нет. Ну что ж, наше время в эфире ТНВ ограничено, поэтому слово представителю Государственного совета Анастасии Георгиевна, вам подводить итоги сегодняшней дискуссии. Действительно, это очень сложная миссия, подводить итоги в ходе такой объемной дискуссии, но я для себя выделила 3 основные позиции, на которых хотелось бы сконцентрировать наше общее внимание. Прежде всего, в аудитории здесь собрались все те, кто очень горячо переживает за систему образования, за инклюзивное образование в частности. И здесь неоднократно высказывалось то, что в первую очередь ментально люди должны быть готовы. Обе стороны, тогда у нас будет залог половины успеха. Во вторую очередь это тьюторы и педагоги, которые прошли специальное переобучение, которые знают, как обращаться с особенными детьми, с детьми, требующими повышенного внимания. Это специалисты узкого профиля, в которых очень нуждаются наши школы, которые только-только вошли вот в эту систему инклюзивного образования. И третье – это доступная среда. Потому что независимо от того, какой был бы эмоциональный настрой у ребенка, у родителей, у его сверстников, всегда очень важно, чтобы ребенку было комфортно. Как сегодня мы видели в ролике, и на это обращали внимание зрители, что коридоры широкие, двери широкие, и от этого, конечно же, ребенок не испытывает дискомфорт, его сверстники также не испытывают дискомфорт.
И что хотелось бы сказать? Мы движемся в верном направлении. Не все получается так гладко, как нам хотелось бы, но результаты уже есть, нам есть к чему стремиться. Будем работать. Ну что ж, я благодарю всех участников нашей дискуссии сегодня. Спасибо, что посетили большую студию ТНВ. Было очень интересно послушать ваше мнение. Вы смотрели программу «Трибуна нового века» на ТНВ. До встречи. До свидания.